Новые люди и измененный формат выполнения работ с передачей традиций, опыта и наработок, приобретенных за многие годы. Такой должна быть Палата России, которая затрагивает самые важные вопросы в жизнедеятельности общества. С этой целью сегодня собрались и региональные общественники. Им предстоит выбрать нового члена в Общественную палату России от Ингушетии. С 8 февраля идет процесс формирования Общественной палаты Российской Федерации. Это идет по субъектам. Она в основном, эта палата состоит из, Общественная палата России, я имею в виду, состоит из представителей регионов. Вот сегодня мы избираем нашего представителя. Он будет заниматься, решать примерно те же задачи в интересах нашей республики, в интересах вообще Российской Федерации. Общественная палата России состоит из 168 членов, 85 из которых представители субъектов страны. От нашей республики 2 созыва подряд в ее составе была Лейла Амирханова, общественник с 20-летним стажем работы. Будучи региональным представителем, она провела большой фронт работ по выстроению эффективного диалога с гражданским обществом. Кроме этого, на ее счету организация нескольких мероприятий федерального уровня. Одно из них – проведение круглого стола по поиску без вести пропавших. Надо быть толерантным, надо находить общий язык с людьми. Надо, конечно, раз ты стал общественником, надо идти в народ. Я, конечно, хочу пожелать новому члену быть активным. Своим указом 24 февраля президент Владимир Путин уже определил 40 россиян, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в новый состав органа. Теперь на региональном уровне стоит важная миссия – выбрать своего кандидата для дальнейшей эффективной работы палаты. На эту роль ингушские общественники вынесли на рассмотрение 2 претендентов – это Лидия Евкурова и Магомед Батыров. Выбирать предстоит здесь же. Общественники подготовили избирательные бюллетени и урну. Голосование проходит тайно и с соблюдением всех норм и правил. Уже в отдельной комнате, посчитав голоса, счетная комиссия подводит итог. Большинством за новым региональным членом Общественной палаты России становится Магомед Батыров. Голоса распределились следующим образом. Из 27 бюллетеней 24 голоса. Батыров Магомед Баматгиреевич, 3 голоса. Евкурова Лида Мурзабековна. Бывший казачий атаман, общественник и руководитель регионального отделения Общества развития исторического просвещения «Двуглавый орел», который объединяет сторонников реабилитации русской монархии. Магомед Батыров не понаслышке знаком с общественной и политической деятельностью, а значит, имеет представление о проблемах и чаяниях простых людей. Это коллективная работа, коллективный орган. Так что я, будучи в Москве, хотелось бы узнать, ознакомиться, какие вопросы там поднимаются. Ну, а дальше эта работа сама подскажет, как мне работать дальше. Активная реализация инструментов общественного контроля, развитие экспертной оценки с так называемого нулевого чтения законопроектов. Функционал обновленной палаты предстоит большой. Как считают собравшиеся, они выбрали человека, который не побоится жертвовать своим временем, своей энергией и компетенциями для развития обозначенных целей. Общественная палата России и наша общественная палата сейчас у нас очень хороших связях с ними находимся. Нас уважают, нас ценят, с нами считаются, как с никакими другими субъектами, между прочим. Это благодаря людям. У нас эти отношения еще должны развиваться и укрепляться. Будет очень приятно видеть взаимодействие хотя бы раз в квартал, чтобы представители Федеральной палаты приезжали сюда с нашими представителями, и хотя бы желательно, чтобы наши представители, во всяком случае, хотя бы в лице председателя комиссии, а у нас 6 комиссий в региональной палате, выезжали в Москву, участвовали в разного рода мероприятиях, проводимых под эгидой Общественной палаты России. Тем более, на мой взгляд, необходимо повысить взаимодействие с Общероссийским народным фронтом. Это тоже очень важное, значимое направление. Я надеюсь, и все члены нашей палаты надеются, что он с достоинством будет проводить все мероприятия, которые положены в этой палате, в Российской палате. Он достойно будет представлять нашу республику. Контроль над работой органов опеки, бесплатная юридическая помощь, поиск компромисса и возможность диалога, общественная экспертиза и много того, что зачастую спрятано в сухой термин «диалог с гражданским обществом». Как будущий участник этого диалога, новый член Общественной палаты России нацелен меньше дискутировать, но больше работать. Первое пленарное заседание 7-го состава Общественной палаты, с которого будет вестись отчет 3-летнего срока его полномочий, будет проведено не позднее 1 июля. Шарадат Хулухоева, Адам Далаков, Новости 24.